Назрановский пруд уже давно стал излюбленным местом отдыха не только для жителей города, но и всей республики. С момента реализации национального проекта здесь благоустроено немало зон: озеленение, укладка брусчатки, освещение, новый скейт-парк. На этом изменения не останавливаются. Так, сейчас идет активное голосование по выбору дизайна прилагающей территории городского пруда. Представлено 2 проекта. Проголосовать можно до 30 апреля. Это вариант номер 1. Здесь было рассмотрено возможность создания зоны, чтобы могли посидеть люди, отдохнуть, поиграть в настольные игры и так далее. И есть такой второй вариант. Это уже создание детской зоны с игровыми комплексами, с велотреком и с возможностью для взрослых, которые их сопровождают, посидеть в данном месте. Сейчас во время голосования более-менее уже есть какие итоги, поэтому по этим итогам пока выигрывает вот этот вариант. Голосуют жители за благоустройство территории в 2025 году. Администрацией Назрани в рамках реализации проекта планируется обустройство еще 3 общественных территорий, а именно улица Хамхоева в Гамурзиевском округе, тротуар по улице Арчакова в Альтиевском и велодорожка вдоль Алханчурского канала. В прошлом году мы голосовали за выбор территорий, а в этом году мы голосуем уже за выбор дизайн-проектов по этим территориям, которые благоустраиваются в следующем году. Долгожданным место отдыха для жителей можно назвать и территорию вдоль Алханчурского канала. Здесь по проекту планируют установить велодорожку со всеми необходимыми дополнениями. Сделать здесь какую-то пешеходную зону и велодорожку, которая в данном районе отсутствует. Вот один из проектов включает в себя велодорожку, пешеходную дорожку, скамейки, чтобы можно было посидеть, освещение и озеленение, ограждающее эту дорогу от автомобильной пыли и так далее. Это один из вариантов с покрашенным покрытием. Для того, чтобы отдать свой голос за тот или иной дизайн-проект, достаточно перейти на сайт za.городсреда.ру, выбрать понравившийся и проголосовать, подтвердив данные через платформу обратной связи госуслуги. На сегодняшний день в Назрани уже проголосовали более 15 тысяч человек. В дни выборов президента проходило параллельно, волонтеры работали, чтобы помочь людям проголосовать, для тех, кто проголосовать сам через интернет и так далее не умеет, не может. И за эти 3 дня было набрано более 3000 голосов. Это тоже хороший показатель. Федеральный проект формирования комфортной городской среды входит в национальный проект «Жилье и городская среда», который инициирован президентом страны. В рамках его реализации за последние 5 лет изменились сотни общественных пространств. Хава Гагиева, Муслим Марчаков, Магаз 24.